достояние, я думаю, это в людях, доблестных людях, которые трудятся, например, да, трудятся в театрах, допустим, да, в театре оперы и балета. Я думаю, они вот актеры, артисты балета, вот они достояние нашей культуры. Потому что они, артисты балета, они с утра до ночи на планках. Это так много сил надо и терпения, и всего. И это очень мужественные люди, трудяги настоящие. И в нашем театре тоже. Вот люди – самое главное достояние. Ну, конечно же, язык – наше достояние, его надо хранить и как-то пытаться развивать, да, и все равно мы должны, как взрослые люди сейчас, которым мы несем ответственность, нужно это осознавать, я думаю, потому что мы несем ответственность за наш язык, за наш народ. И разговаривать дома на бурятском. Например, я с братишкой разговариваю на бурятском с мамой, на бурятском языке с мамой мы разговариваем. А русский язык ты выучишь, ничего страшного. Я до 11 класса все время на бурятском разговариваю, да, дома. С бабушкой все время на бурятском. Бурят-дара хорудот, за километр идешь за водой. Из какого села? Село Агахангил. Это родина Линхавоина. Линхавоин мой родственник, да, можно сказать, да. И Глогур Бадодла. Сколько километров до Харгуля? Ага. Вы Хурголишни дуты. Вы понимаете, да? Да. Хурголишни дуты. Хурголь-хара ерет горун часто. За километр идешь за водой. Ну, получается. Юнда. Вы эти ходок на холовой. Грэ ходок холод тебе. Гонда шаш багат уйдет. Но вот тебе и весь фитнес. Так что мы вообще здоровый образ жизни, фитнес, вот тебе. Не надо там бегать на коров пасли. Коров, ну как, у нас коровы были не дома, они как, у нас хозяйство там барашки такие, ну, которые легко можно было, а так они дома у нас не были, они там в этом. На зимнике? На летнике? Нет, ну на летнике, на зимнике. Ну, в общем, худо-до. Там они и были. И в деревне, я думаю, очень прекрасно. Ну, а чего, я девушка из деревни, выросла там, я впитала воздух Агинских степей, я этим очень горжусь, что я оттуда. И я очень горжусь то, что я знаю бурятский наш язык, традиции, обычаи, знаю труд, как трудиться, не на слуху, а так в жизни, да, мы прекрасно знаем, как дрова заносить, а не то, что там дрова, ну, как колоть. Я не колола, конечно, дрова заносишь, идешь за водой. Вот, такие дела. Детство было прекрасное. Мы с бабушкой вот ходили в чеснок собирать. Мангир? Мангир, ага. У нас худодымны гыртымны, а хангилдер томы, хорёты бдителигны томы, да тетындын мангир оргадык. Трене солол хоштет рух худого гархашы. Юго там, ю чеснок, юхонших, тухо. Да, Агинские степи, они знаменитые. Да. А лес там есть? А? Лес. Лес? Конечно, и лес есть. У нас юдные колесаны, ага колесаны. Тындо оэбы тише манду земляника собирать ходили, да. Мы с мамой ходили по грибы там. А, кстати, мама, да, меня спрашивают. А, кстати, в Москве, видимо, волосы не очень что. Ну, я что-то еще таки спрашиваю. Вот Дарья поверила. А, Юна, это твои волосы? Я говорю, да, это мои волосы. Вау. Я говорю, они еще короткие, а у меня были волосы ниже попы. Я говорю, они меня еще говорят, да, короткие. А вот это, я думаю, это очень это благодарность маме, потому что мама ходила в лес, собирала ромашки. И все время меня поласкивала ромашкой, тело, все. И когда я была маленькая, там ходили в баню, и, мыться, да, поласкивали натурально. И от того и волосы крепкие такие, можно сказать. Секрет один. Так что, девушки, если хотите, чтобы были волосы прекрасные, можно ополаскивать ромашкой, настоем ромашки. Ну, в общем, про любимый уголок Бурятии нет нужды спрашивать, да? А? Про любимый уголок Бурятии нет нужды переспрашивать, да? Ага, ну хотя она не Бурятия, нет. А в Бурятии. А в Бурятии, да, вот мне нравится Тумкинский район. Я люблю отдыхать в Аршане, когда я в первый раз была там, а как раз я состояла в ассоциации молодежных объединений, это было, когда я была студентом.
будучи студентом, я все равно как активный член общества, я любила такие мероприятия, где ты можешь что-то привнести полезное обществу, да, и мы как раз ездили туда, в Тунку, ездили там убираться, Кынгырга, убираться, там ездили, да, с Ирдыни Дымчиковым, мы были его такая команда, это было давно, мы, вот как раз таки я, Таня Дылдырова, ну, там ребята, вот мы были начальный исток, можно сказать, ассоциации молодежи. Тогда мы еще Алтаргана была, я помню, мы все такие юные, бодрые, такие, о, давайте, все, мы были в желтых футболках, такие, о, классно, давайте, все, за Бурятию, все должно быть четко. Так и прошло студенчество. И я думаю, то, что добровольчество, да, я думаю, сейчас это очень интересно, например, для меня, да, что это да, новые знакомства, новые впечатления, и ты новые ценности всегда приобретаешь, это очень полезно. Так что молодежь, ходите, да, входите в ассоциацию молодежи, давайте, вступайте в ряды добровольцев.